Она сейчас оформляется техником-геологом и идет цех по добыче. О, какой герой-то? Мы уже давно ставим вопрос о установке в Тюмени памятника Салманову. Но нефтяники тормозят это решение. Я приехал, когда в Усть-Балык, там уже главным геологом экспедиции был Салманов. Он уже меня принимал на работу. Многое он дал в жизни как профессионально, но и чисто по-человечески. А это уважаемые люди, буровые мастера, это герои, которые раньше были у всех на слуху. Или вот эти знамена, это глав Тюмень геологии знамена. Вот когда началась перестройка, все перестало быть нужным. Нам звонят и говорят, вот у нас вот в подвале вот эти вот портреты лежат, и они нам не нужны. Нужны ли они вам? Мы их взяли, они на самом деле порванные, грязные, мы их восстановили. Вот меня постоянно гложет. Все-таки чем наш народ воедино слепляется. Есть ценности, те, которые независимые от того, где, в какое время этот человек живет. Вот здесь дальше переходим, ну что, видите? А вот здесь перед вами агаты. Вот большой кристалл, пластинка. Следы, это мускавит. Вот такие шарики валяются, представляете? Они весом килограмм 300, наверное, такой шарик, 400 может. А то берут, специально пилой распиливают алмазные. Здесь у нас кристаллы кальцита. Крупные, видите, это скалинойдеры называется, такая форма у кристалла. Здесь у нас самые разнообразные минералы, как бы тут все это вместе. Вы все тюменские, да? А где учитесь? Различные школы. Различные школы. Это клуб юный геолог. Клуб юных геологов, да. Я хотел показать вот еще. Вот здесь как раз мы специально сделали образцы нефти. Это с тех месторождений, которые уже открыты. Ну и мы видим, что нефть имеет очень разный цвет, коричневые, светлые. И на самом деле нефти очень разнообразные. Это только часть этих месторождений. А в Западной Сибири должно находиться более 10 тысяч месторождений. То есть сегодня открыто 800, значит, вам предстоит еще открыть 9 тысяч. У нас в стране Министерство природных ресурсов, Роснедр регулярно проводят олимпиады всероссийские, геологические, на которых собираются команды, проводятся соревнования, определяются лучшие. Я обратился к руководителю Росгео. Ну и 2 года назад в Тюмени провели такое мероприятие. Приехало более 40 команд, в том числе из Казахстана, из Беларуси. На следующий год будет 70 лет тюменской геологии. И мы в план включили проведение региональной олимпиады юных геологов. То есть она будет проходить в лагере энергетик. Мы считаем, очень важно пробудить у детишек интересы к нашей природе, к тем полезным ископаемым, которые есть в этой земле. В конечном итоге это вот молодые делают вот такие вот все дерзкие дела. Да? Отсутствие опыта заставляло принимать такие решения, а с опытом ты и не пошел бы на такие вещи. Начинал я с техника-геолога. Уже в 1967 году я стал главным геологом экспедиции. Мне было 26 лет. Меня направили в новый порт. Ответственная должность, большой объем работы. На самом деле, в те времена не было еще достаточно подготовленных специалистов. В экспедиции у нас было около 300 человек. Ну и приходилось достаточно сложно профессионально успевать повышать и знать. А с другой стороны, нужно принципиально важно, что тебя уважали, потому что ты должен давать указания, что делать. Это должна быть не тупая какая-то дурная работа, а та, которая нужна. Ну, работа заставляла вникать во все эти вещи. И сам по себе ты наполнялся вот этими знаниями. И опять-таки, самые светлые воспоминания в жизни – это северные.
Ну, с одной стороны, молодые были, а с другой стороны, мы были очень дружные. Жена Галина Степановна. Она была учительницей по начальным классам. Мы поженились в Новом Порту в 1967 году. Ну и, конечно, в итоге стали жить, поживать и добро наживать. Жили мы в балке. Поначалу был балок на 2 семьи. Все там было, и спальня, и кухня, и все остальное. А когда мы уже переехали в Мыскаменный, там уже построили дома, и мы получили уже квартиру, но мебели никакой совершенно ничего не было. Вот были ящики, на ящиках были. У кого дверь лежала, там, у кого там эти доски лежали. Надо отдать должное Галине Степановне, что она стоически к этому относилась. Не роптала, хотя всякое было. И шло достаточно быстро продвижение по карьере. Мы через каждые практически 4-5 лет все переезжали. С Нового Порта переехали в Гассале, с Гассале в Лабатнанг, с Лабатнанга в Уренгой. Главным геологом объединения Уренгой нефтегазгеологии. Там уже было уже несколько экспедиций подчинения, там уже как бы другая жизнь была уже. Работы велись на таких знаменитых месторождениях, как Уренгойское. Уникальное месторождение, там 12 триллионов кубометров газа. Ну и глубина уже пошла, скважины серьезные. Но жизнь там уже более цивильная стала. Уже пришла железная дорога, порт был нормальный, самолеты принимали. Все это уже было обустроено, были уже там улицы, были тротуары деревянные, был уже клуб там. То есть жизнь стала достаточно комфортной. Затем произошел резкий поворот в судьбе. Предложили перейти на работу в обком партии. Я там отработал почти 2 года. Ну и потом поступило уже предложение возглавить объединение Уренгой нефтегазгеологии, стать генеральным директором. У меня были очень большие задумки. В Уренгое многое там делали, и многое бы еще сделали там. Но пришел приказ, и я еще успел 5 лет до перестройки отработать в Тюмени главным геологом в Тюмень геологии. Потом увидел, что дальше бесполезно там находиться. Это был 92-й год. И мы создали аналитический центр и начали самостоятельно развивать вот это направление. Мы занимаемся геологическим моделированием, то есть мы строим модели залежей, месторождений, подсчет запасов. С Анатолием Михайловичем мы проработали практически всю мою трудовую деятельность. Мы друг друга в жизни не подводили по работе никогда. Поэтому так долго работаем вместе. Я картографом работала, еще этих не было ни компьютеров, руками вычерчивали вот эти все карты. На севере работали, потом переехала сюда, потом пошла к Анатолию Михайловичу в Сибирский научно-аналитический центр. Наш отдел существует с самого начала существования Сибнац. Занимается твердыми полезными ископаемыми. Вот это наша рабочая коллекция, которую мы привезли из полевого сезона 2017 года с Полярного Урала. Работали на западном склоне, на восточном склоне. Изучаем состав этих пород для того, чтобы определить перспективы нефтегазоносности этих районов. Многие месторождения находятся в палеозойских породах. А на Урале эти породы обнажаются, выходят на поверхность. Очень интересно даже посмотреть своими глазами на те обнажения, которые есть, сравнить с тем, что там раньше виделось, ну и подтвердить те или иные предположения. Вечные снега были там, и вот потепление климата. И вот эта часть уже растаяла и ушла. Урал очень богат полезными ископаемыми, и он достаточно еще и изучен. Отношения нижнекарбонового возраста, Вязайский ярус. Очень много гигантов продуктусов. Сейчас потом посмотрим их.
государство перестало заниматься изучением недр. И сегодня пришли к тому, что в нераспределенном фонде практически не осталось открытых месторождений. Вот эти 25 лет просто использовали все то, что было сделано в Советском Союзе. Сегодня у государства результатов нет. Как вот там говорят, что вот был застой в Советском Союзе. В Западной Сибири застоя не было, в геологии тем более. Была очень активная работа, была созидательная работа, была работа на результат, и результаты эти были. Открывали ежегодно столько месторождений, что нефтяникам и газовикам была возможность выбирать наиболее крупные по запасам месторождений, наиболее продуктивные месторождения. И они вот смогли такое короткое время создать вот нефтяную и газовую отрасль и Советский Союз вывести на мировой достаточно высокий уровень в этом направлении. А раньше же все обустройство месторождений делалось за государственные деньги. Бурились скважины, строились дороги. Там было все, и была нормальная инфраструктура для промышленных целей. Вот видно, взяли с 1953 года по 70-е годы, какие были открыты месторождения. Все месторождения были открыты вдоль рек. Это вот Опери речка, да, вот течет вот она. Ну, здесь был открыт Самотлор, был Усть-Балык, вот тот, который это знаменитый. Это. Ну и на севере. Это вот Уренгойское месторождение, Медвежье месторождение, Заполярное, Ямбург уже были в те времена открыты. И вот они до сих пор являются основными месторождениями, с которых добывается нефть и этот газ. Затем прошло время. Построили железную дорогу. И мы видим, что месторождения уже стали открываться вдоль железной дороги. И вопрос стоит, что первичнее должно быть? Или мы должны сначала было дорогу построить, потом это открывать, да? Или сначала открыть, намучиться, а потом А вот как раз здесь и должно быть предвидение, да, кого-то, который должен четко сказать «строим». Но мы сейчас занимаемся в том числе и прогнозом открытия новых месторождений. Мы много работали сначала с Министерством природных ресурсов, с недрами очень много работали. Все оценки ресурсов по северо-западной Сибири, это все наши цифры. Приходится много ездить, встречаться с руководителями предприятий и выступать перед Думой, выступать на всевозможных совещаниях, в том числе в Совете Федерации, для того, чтобы поднять тот или иной вопрос, попытаться решить те или иные задачи. Сегодня в рамках нашей традиционной рубрики перед нами выступит генеральный директор Сибирского научно-аналитического центра, доктор геолого-минералогических наук Брехунцов Анатолий Михайлович на тему «Стратегия развития Центральной Арктики». Ну, спасибо, Валентина Ивановна. Но на сегодняшнее выступление я хотел бы коснуться вопросов, связанных с газовой отраслью. Наша страна обладает огромными и ресурсами, и уже разведанными запасами. Это, конечно, северо-западной Сибири, север Ямало-Ненецкого округа и Гыданский полуостров. Ресурсы составляют более 20 триллионов кубометров газа. Крайне обидная такая ситуация, когда мы располагаем таким огромным ресурсом по газу, а доля на мировом рынке сжиженного газа крайне незначительна. Вот на этом слайде желтым цветом в столбике показан мир. Наша доля зеленым прямоугольничком мы видим, что по времени она не изменяется. Производство сжиженного газа – это совершенно новая отрасль. Это совсем другая картина становится по Северно-морскому пути. Это совсем другая экономика, совсем другие отношения. Если мы в течение 5-7 лет, Валентина Ивановна, не сможем решить эту задачу, то наши эти 20 триллионов, они просто не будут никому не нужны. Они просто останутся невостребованными. На самом деле, надо было просто не заниматься этими делами и жить поспокойнее. Но то, что есть, то есть. Я не представляю, это все, говорит, вот пойти на пенсию и там отдохнуть. Да? Я это слово не понимаю. Что такое пойти на пенсию и что такое отдохнуть. Я просыпаюсь в 5 часов, в 7 часов я выезжаю на работу, ежедневно и в субботу в том числе. Голова уже должна работать. Напряжение быть.
Demiştim şampiyon bulup mağaradım. Şampiyon bulup giden. Hem bir ki sallah soruktak olar. Bu elbaq zbor, elbaq qırqtahi, elbaq derkenне manlık rezultat gelir. 5 klaska qapsaqay kurağaradı 2 kila oldu da oğlanna kıyam baranızı kıyıqtın sebebit, işyaqtın sebebitlerini veriniz kilbide. Ondan tanıla bu tuştuğunu taptan naqtık, ıhtuvakka solbun siteyen dertini haydım. Hatta bu hamaltada da var, köygiri de hamaltada var. Şimdi ki olğan ustada nar ırxattır köşer, ırxandı hemler bağlar, kıyılaktır hemler onunla bu tuştuğu ki şöp kaçtıları sayınarak yuluğağın, sebbi karaska, ben tüyünen fiziki de tüyünenüştah olağın üstü kıyıqat bağı vereklendir. В Кобяйском районе возобновлено движение транспорта. На автодорогах Кобяй и Сангар круглосуточно расчищают путь. Выборы президента России прошли честно и открыто. Председатели территориальных избирательных комиссий республики обсудили итоги голосования. Скульптура в Якутске признана лучшей российской практикой. Проект включен в федеральный реестр. Это новости в прямом эфире, в студии Юлия Великодная. В республике продолжается подготовка к безопасному пропуску паводковых вод. В Ленске первоочередной задачей обозначили подготовку гидротехнического сооружения, защищающего город от подтопления. Речь идет о дамбе. Какие силы и средства запущены в работу, расскажет Светлана Болеева. Сегодня городской администрации из республиканского бюджета выделен 1 миллион 160 тысяч рублей на подготовку к безопасному пропуску паводковых вод. На данный момент заканчивается очистка дамбы и 21 водопропускного сооружения. Проводится очистка верха дамбы и откосной системы от снега, оттайка водопропускных сооружений на дамбе.
и проверка и подготовка запаса инертных материалов в виде ПГС и скального грунта. Заключены договоры на покупку продуктов питания. Готовятся пункты временного размещения граждан на случай чрезвычайной ситуации. Сначала будут созданы пункты для сбора граждан, затем в случае чрезвычайной ситуации люди будут перемещены в пункты временного размещения. Это аэропорт, спортивный комплекс «Карат» и лыжная база. Общее количество до 1000 человек могут принять пункты временного размещения на период времени до 3 суток с проживанием. Предусмотрены также у нас продукты питания, медикаменты, постельные принадлежности, водоснабжение. По данным Ленского бассейнового водного управления, на 5 апреля по Ленскому району снегозапас и толщина льда превышают норму. Толщина льда, вот, допустим, в районе Ленска, да, на сегодняшний день составляет порядка 142 сантиметров, что примерно на 30 сантиметров больше, чем в прошлом году на эту же дату. Снегозапасы сейчас довольно-таки большие, особенно вот в Ленском районе, превышает норму, и критическую норму достигла в районе Южной Нюи. Сегодня ночью стоят минусовые температуры. Днем воздух прогревается до +2 градусов, что сказывается на равномерном таянии снега. Ежедневная гидрологическая информация о уровне воды подается на станцию Ленска с гидропоста поселка Витим. С остальных 9 постов сбор информации будет с 11 апреля. Также будут организованы временные посты в селе Хамра, Турукта, Бадамай, Мурия и Артанахар. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Задолго до открытия навигации речники Усть-Майского района начинают ремонтные работы судов для выхода на участки по рекам Алдан и Амга. От того, как они подготовят свой флот, зависит безаварийная работа предприятия. Протяженность судоходства реки Алдан 1209 километров. Обслуживается Алданский районом водных путей и судоходства Усть-Майского района, а именно обстановочными теплоходами путейскими, которые выйдут на свои участки сразу же после окончания ледохода. В межнавигационный период проводится судоремонт в ремонтно-отстойном пункте, и сейчас работники РОПа латают дыры на полусгнивших корпусах старушек-путейках. Корпус сгнил или что? Да, да. Сгнил, конечно. Сколько лет уже? Насколько вот путейская это примерно? Ой, я прошел 84-го, они уже были. Старые, конечно. Частично меняем, вот, каждый год 1-2. Более 2 лет работает в РОПе рабочим Михаил Лыткин. Он помогает специалистам в ремонте судов. К слову сказать, работа нелегкая и низкооплачиваемая. Я 20 не получаю даже. 15 получаю. 15, где-то 16, да. За такую работу под кораблями с металлом. Ну, а что сделаешь-то? Восьмая нигде больше? Ну, нигде. Руководство техучастка до начала навигации укомплектовывает суда командой. Нужны помощники капитанов, мотористы рулевые, матросы, путевые рабочие, повара. За счет практикантов предприятие частично решает проблему нехватки кадров. Вот я не хочу обидеть местных. Не хочу обидеть местных, но нам предпочтительны, конечно, практиканты. Мы уже надежные, они приехали, отработали, уехали. А местные, ну, сами знаете, да, дисциплина. Сразу после ледохода путейские суда пойдут на речку Амга для обеспечения обстановки, чтобы танкера и сухогрузы за короткий период навигации на маловодной реке смогли завести в Амгинский район как можно больше необходимой продукции для жизнедеятельности соседнего Улуса. Юрий Таюрский, поселок Усьмая. В Кобяйском районе после пурги возобновлено движение транспорта по автодорогам Кобяй и Сангар. Для расчистки пути было задействовано 4 тяжелых колесных трактора в обоих направлениях. Идут работы по расширению проезжей части. Поскольку порывы ветра до сих пор достигают 10-12 метров в секунду, дорожники круглосуточно очищают путь. Проезд до райцентра поселка Сангар был восстановлен со стороны Вилюйского и Намского районов. В сентябре определится состав 6-го созыва Государственного собрания. Для отбора наиболее конкурентоспособных кандидатов якутское отделение «Единой России» проведет предварительное голосование. В нем смогут принять участие не только ее сторонники, но и все желающие. Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в народные депутаты республики пройдет 15 апреля. Региональный оргкомитет утвердил имена 210 участников по 35 избирательным округам. Все участники до 13 апреля должны принять участие в дебатах.
Выборы президента России прошли честно и открыто. Об этом сообщили сегодня на совещании с председателями территориальных избирательных комиссий республики. Участники обсудили итоги выборов президента страны на территории Якутии и задачи на единый день выборов 9 сентября. Председатель ЦИК Алексей Ефимов отметил высокую активность среди населения. Был проделан очень большой пласт работы. Кроме того, на этих выборах впервые были применено новшество в избирательном законодательстве, то есть право голосовать избирателей не только по месту своей регистрации, но и по месту своего фактического нахождения. И это новшество показало свою эффективность. Явка составила почти 71%, что выше среднероссийского. В республике продолжается месячник борьбы с туберкулезом. Специалисты межрайонного противотуберкулезного диспансера в Горном ежегодно проводят ряд профилактических мероприятий. Продолжит наш корреспондент. Межелустный противотуберкулезный диспансер Горной ЦРБ ежегодно проводит профилактические мероприятия совместно с наследными участковыми больницами, педиатрами, врачами узкого профиля и предприятиями. В первую очередь педиатры и врачи участковых больниц проводят туберкулиновые пробы детям в детских садах и школах, а также тем дошкольникам, которые не посещают детские сады. Кроме легких, туберкулез также поражает и другие внутренние органы. Поэтому узкие специалисты проводят профилактические обследования по своему профилю. Помимо этого, кабинет профилактики проводит различные лекции, публикует статьи и ведет эфиры в местном радио. В этом году в рамках месячника межелустный противотуберкулезный диспансер Горной ЦРБ начал применять препарат Диаскин-тест. Данный препарат используется для диагностики заболеваний у детей старше 8 лет и взрослых. Ну, что такое Диаскин-тест? Это препарат туберкулезный рекомбинированный белок. И для чего мы назначаем? Назначаем для диагностики туберкулеза. Диаскин-тест в самом деле препарат новый, нетоксичный, безопасный и не аллергичный. Для детей младше 8 лет традиционно применяется туберкулиновая проба МАНТУ. Не боит укол. От укола не боитесь. Кроме пробы МАНТУ и Диаскин-теста для выявления туберкулеза также применяется флюорография. В рамках месячника в Горном Улусе был организован выезд специалистов на слега с передвижным флюорографом. На сегодняшний день флюорографическое обследование прошли 2058 человек. Также в середине месяца планируется проведение ярмарки здоровья в селе Бердигостях. Здесь любой желающий сможет сделать туберкулинопробу, проверить свое здоровье у узких специалистов и также сделать снимок на флюорографе. Таким образом, благодаря усиленной работе, туберкулез выявляется и лечится на ранних стадиях. Об этом также свидетельствует статистика за прошлый год. Показатель заболеваемости населения в республике за последние 5 лет снизился на 26,5%. Сардана Захарова, Иван Слепцов, Михаил Мордовской, Михута, Горный. В связи с объявленным в нашей стране годом добровольца и волонтера в Якутии с 5 февраля и каждое 5 число организовывают Дни единых действий Республика Добра. В поселке Чукурда Халаиховского района состоялся благотворительный аукцион под названием «Подарим добро» по сбору средств на восстановление и дальнейшее лечение 5-летнего Артемия Бурцева из села Берелях. В сентябре 2017 года мальчику был поставлен диагноз «острый лимфобластный лейкоз». По итогам аукциона собрано 60 тысяч рублей. Сегодня наша семья будет участвовать в благотворительном аукционе в поддержку мальчика. Мы хотим выставить картину, сделанную своими руками. Вот. Картина очень дорога для нас, она семейная, да? Но как бы в честь такого дела нам не жалко ее выставить. Охота, туризм в Якутии. Специализированная выставка-ярмарка по таким названиям пройдет сегодня и завтра, День охотника. Место проведения – новое здание строительного рынка. Напомним, что День охотника учрежден в республике в 2012 году согласно указу Егора Борисова. Днем охотника считается первая суббота апреля. Все желающие могут принять участие в трофейной и таксидермической выставке, по результатам которых будет проведена экспертная оценка экспозиции. Победители будут награждены медалями и дипломами от организационного комитета.
Якутия-24 покажет в прямом эфире чемпионат республики по хоккею с шайбой. Прямая трансляция с хоккейных матчей будет вестись 3 дня с 6 по 8 апреля. Сегодня в 14:00 смотрите матчи команды Егбор Усть-Алданского района и сборной Мирнинского района. В 17:15 схватку сборной Якутской и сборной Нерюнгринского района. 7 апреля в 12:30 на льду встретятся команды Нерюнгринского и Мирнинского районов. В 15:15 смотрите поединок между командой города Якутска и Егбор. 8 апреля в 12:30 Якутия-24 покажет матч Егбор и сборной Нерюнгринского района. В 15:15 на льду встретятся сборные города Якутска и Мирнинского района. Скульптура «Дворник» признана лучшей российской практикой по формированию комфортной городской среды. Более 100 проектов одобрено для включения в федеральный реестр по итогам приоритетного проекта в 2017 году. В этот реестр вошла и скульптура «Дворника» с метлой у кинотеатра «Центральный». Скульптура высотой 1 метр 70 сантиметров выполнена из бронзы. Она призывает жителей ценить, замечать труд работников коммунального хозяйства и соблюдать чистоту. Очень спорный оказался. Очень много было и как положительных, так и негативных откликов в интернете, так в общении. Ну что сказать, если работа вызывает интерес, вызывает вопросы, какую-то реакцию, значит работа удалась. Социально значимый получился, вписывается в поток города. При этом не теряя свою социальную значимость. Указывая, что есть у нас дворники, что все хорошо. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами. В эфире на Якутия-24 новости экономики. В студии Нюргуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Компания «Алроса» опробует на подземных рудниках «Удачный» и «Айхал» технологию, позволяющую повысить точность буровых работ и минимизировать участие в них человека. В настоящее время на подземных рудниках начали работу новые модели буровых установок, предназначенные для бурения вертикальных, наклонных, веерных, параллельных и одиночных скважин. Эти скважины используются для закладки взрывчатых веществ с целью извлечения кимберлитовой породы, которая затем вывозится на погрузочно-доставочных машинах. Компания планирует применять так называемый электронный паспорт бурения, который содержит все необходимые параметры буровых работ. Высокая точность бурения позволит повысить качество отбойки горного массива посредством взрывания, минимизировать время на бурение вееров скважин, тем самым повысить производительность буровых установок. Планируется, что такие паспорта будут заранее формироваться с помощью специальной программы на основе данных, заранее собранных инженерами, геологами и маркшейдерами компании. После этого электронный паспорт будет переноситься на буровую установку с помощью обычного USB-флеш-накопителя. Федеральный бюджет выделит 55,8 миллиардов на социальное развитие Дальнего Востока. Из них на решение социальных проблем Якутия получит 1,7 миллиард рублей. На эту сумму в городе Нерюнгри отремонтируют детскую поликлинику, модернизируют коммунальное хозяйство. В других районах республики появятся 2 новые школы и спортивный комплекс.
Вице-премьер, полпред президента России Юрий Трутнев поручил Минтрансу, Росавиации и Минвостокразвития Российской Федерации вместе с компанией «Аэрофлот» решить проблему нехватки льготных авиабилетов на Дальний Восток. По словам Трутнева, вопрос с авиаперелетами один из самых острых для Дальнего Востока. Принимаются меры, чтобы макрорегион стал доступнее, чтобы дальневосточники смогли свободно посещать центральные регионы, отдыхать на курортах Крыма и Кавказа. Меры, принятые для обеспечения субсидированными воздушными перевозками, явно недостаточны. При этом ежегодное финансирование программы сокращается, и такое положение дел неприемлемо. Дальний Восток должен стать доступней, сказал Трутнев. По данным Росавиации, в этом году более 446 тысяч пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток. В программе задействованы 7 авиакомпаний: «Аэрофлот», российские авиалинии, «Алроса», «Нордстар», «Сибирь», уральские авиалинии, «Ютейр» и «Якутия». В Алданском районе Якутии специалисты сопровождения бизнеса помогают жителям открыть свое дело. Эксперты ведения бизнеса знают местные нюансы и могут порекомендовать без 5 минут бизнесменам другой вид занятости с учетом склонностей потенциального предпринимателя и специфики рынка. У профессионалов потенциальные бизнесмены могут узнать немало полезного, например, о механизмах государственной поддержки, на которые может рассчитывать начинающий предприниматель. Ленский район получит 1 миллион 160 тысяч рублей из республиканского бюджета на подготовку к безопасному пропуску паводковых вод. На данный момент заключены договоры на покупку продуктов питания, готовятся пункты временного размещения людей на случай чрезвычайной ситуации. Сначала будут созданы пункты сбора граждан, затем в случае ЧС люди будут перемещены в пункты временного размещения. Это аэропорт, спортивный комплекс «Карат» и лыжная база. В республике завершилась ежегодная профориентационная экспедиция школьников «Молодежь Якутии в промышленность». Экспедиция стартовала 27 марта и проходила в течение 10 дней. Ребята проложили маршрут Якутск, Алдан, Нерюнгри, космодром Восточный Якутск. Посетили объекты компании «Якутуголь», «Алдан Золото», «Селигдар» и другие промышленные объекты. В этом году проект вышел на Дальний Восток. Конечной точкой экспедиции стал новый космодром Восточный. Ребята осмотрели современные объекты ракетно-космической промышленности и посетили стартовые и технические комплексы космодрома. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.僕は東京で生まれまして、それからヤクーツクに来て。Ты в Сибири живешь, да? Сказал, ну да. Почему нет? Я приехал в конце 2013 года. Живя в городе, сложно представить масштабы республики. 5 лет назад я увлекся внедорожным спортом. Бескрайние просторы, неповторимые пейзажи, которые не встретишь нигде. Я люблю Якутию. Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В детском саду в Нерюнгри несколько детей получили ожоги глаз во время кварцевания. Речь идет о воспитанниках детского сада «Классика». Известно, что в группе было порядка 20 воспитанников, 11 из которых пострадали от ультрафиолетового излучения. Дети обожгли сетчатки глаз и получили травму конъюнктивы. В администрации района факт инцидента не отрицают, но заверяют, что здоровью детей ничего не угрожает. Однако информацию дополнил главный врач Нерюнгринской
Нерюнгринской районной больницы Нюргун Степанов. Он отметил, что, по словам родителей, 5 детей обследовались в частной клинике, 6 обратились в ЦРБ. Стало известно, что инцидентом заинтересовались в Следственном комитете республики. Будет проведена проверка. По факту размещенной в СМИ информации о недосмотре педагогическими работниками детского сада за воспитанниками, которые подверглись ультрафиолетовому излучению, организовано проведение доследственной проверки. По утверждению издания, воспитатели не обеспечили изоляцию помещения детского сада от детей, в результате чего около 20 воспитанников были доставлены в медучреждение для обследования на предмет ожогов сетчатки и конъюнктивы. Для установления всех обстоятельств произошедшего руководителем Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия дано поручение подчиненным сотрудникам о проверке изложенных в публикации сведений в порядке статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Нерюнгринский городской суд приговорил 60-летнего таксиста к 4 годам лишения свободы условно за смертельный наезд на несовершеннолетнего, который шел по краю дороги. ДТП произошло в феврале прошлого года. Известно, что подросток 99-го года рождения шел по краю проезжей части от профилактория «Горизонт» к проспекту Геологов. От полученных травм несовершеннолетний погиб на месте. Подсудимый свою вину не признал. В том же Нерюнгри произошло ДТП со скорой помощью рядом с торговым центром «Парадист». Видео попало в социальные сети. Обстоятельства выясняются. Вчера в республике произошел один пожар на улице Ленина в селе Чурапча. Горел дом, первое пожарно-спасательное подразделение прибыло через 2 минуты. Огнем повреждены стены и потолочное перекрытие внутри дома на общей площади 25 квадратных метров. Сам дом удалось спасти, причина, виновный ущерб устанавливается. Из Якутии выдворены 29 иностранцев. Из числа выдворенных 12 являются гражданами Кыргызстана, 4 Республики Армения, 3 Китая, 2 Республики Узбекистан, а также граждане Республики Таджикистан, Республики Молдова, Беларусь и Казахстана. На прошлой неделе выдворены 4 иностранных гражданина из Республик Киргизии, Армении и Таджикистана. После вынесения судом постановления о назначении наказания в виде штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации 20 иностранных граждан за счет федерального бюджета перепровождены в Центр временного содержания иностранных граждан. 5 граждан выдворены за пределы Якутии за свой счет. В Мирном ведут установку пожарных извещателей в многоквартирных деревянных домах. В приоритете удаленные районы города, микрорайон Заречный и Верхний, а также район аэропорта. Тему продолжит наш корреспондент в Мирном Марьяна Кутукова. Сегодня пожарные извещатели есть в 53 домах. 106 извещателей с GSM-модулем, сим-картой установлены в подъездах на 2-м этаже. В случае возгорания и задымления сигнал посредством мобильной связи подается в оперативные службы. Это ЕДДС, пожарная служба и управляющая компания. Ну, по нормативам у нас по городу до 10 минут. Здесь, в данном районе, у нас непосредственно где-то в километре, примерно даже, может, поменьше, находится пожарная часть, одна из пожарных частей. Отсюда выезжает автомобиль пожарный с подразделением, и с города непосредственно сразу же по высшему номеру, то есть как минимум 2 машины еще. То есть в общей сложности в данный дом, допустим, по этому адресу может прибыть 3 автомобиля одновременно. С момента установки пожарных извещателей были лишь ложные срабатывания. Причина – курение в подъезде. За свою безопасность жильцам придется платить. В скором времени управляющая компания проведет собрание с собственниками жилья, разъяснит, сколько будет стоить корпоративный тариф сим-карты и техническое обслуживание извещателей. Стоить это будет для жильцов порядка 2,5 рублей, то есть 2 рубля 50 копеек с одной семьи, да, с одной квартиры, для того, чтобы ежемесячно выплачивали управляющие компании такие взносы. Ну, это посильная, я считаю, оплата даже для малообеспеченных семей. Но оговорюсь сразу, что это предварительная оценка. Управляющие компании сейчас более подробно это посчитают. Но я думаю, если даже в 2 раза увеличится, но 5 рублей, я думаю, способна найти каждая, даже малоимущая семья, для того, чтобы оплатить эти взносы. В этом году на установку пожарных извещателей в бюджете города выделено около 350 тысяч рублей. Оставшиеся 163 деревянные двухэтажки обеспечат до 2022 года, постепенно приближаясь к центру города. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. На этом все. Берегите себя и близких.
Но я как сейчас помню приход первого поезда к нам в Алдан. В путешествиях на поездах нужно соблюдать энциклопедию безопасности. Слышал о таком? Нет. Чтобы в купе был порядок, нужно сумки сложить вот так. А которые нужны с документами поближе. И двери в купе держать закрытыми, как дома. Правильно, сынок. А еще нельзя брать посылки у незнакомых людей. И за своими вещами следить на станциях очень внимательно. Ваш чай. Спасибо большое. Простите, а где телефон можно подзарядить? Розетки находятся по проходу, но, пожалуйста, не забывайте. Я буду соблюдать все правила. Транспортная полиция Якутии. Это новости в прямом эфире, в студии Юлия Великодная. В сентябре определится состав 6-го созыва Государственного собрания. Для отбора наиболее конкурентоспособных кандидатов Якутское отделение «Единой России» проведет предварительное голосование. В нем смогут принять участие не только ее сторонники, но и все желающие. Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в народные депутаты республики состоится 15 апреля. Региональный оргкомитет утвердил имена 210 участников по 35 избирательным округам. Все участники до 13 апреля должны принять участие в дебатах. В сельхозорганизации Якутии завезут сено из Магаданской и Амурской областей. Речь идет о тех районах, где остро стоит проблема с нехваткой грубого корма. Доставка уже производится в эти дни. По плану хозяйствам должны завезти свыше 700 тонн сена. Из них на сегодняшний день доставлено больше 300 тонн хозяйствам Намского, Усть-Алданского районов и города Якутска. В перевозке задействованы 36 единиц техники. В Магаданской области идут обильные осадки. Это снег. Значит, сейчас идут бульдозерные работы по расчистке снега, чтобы подъездной путь машинам, автомашинам. Поэтому есть чуть-чуть замедление темпа под загрузкой на машин. В настоящее время едут груженные 9 машин. Сегодня под загрузку 6 машин стоят в Семчане, это Магаданской области.
В Якутии проходят мероприятия, посвященные столетию со дня рождения известного в республике оленевода, лауреата Государственной премии СССР Петра Погадаева. Так, в селе Тополиное Тампонского района, где жил и работал Петр Егорович, до 8 апреля организована выставка прикладного творчества «Мой северный край Тампо». В рамках юбилейных мероприятий в Доме правительства состоялось торжественное заседание общественности республики и вечер памяти, посвященный юбилею Петра Погадаева. У нас семья очень большая, и большинство нашей семьи работает в оленеводстве. То есть, если мы возьмем общий стаж работы в оленеводстве, то это где-то 250 лет наберется, если всех членов семьи считать. И сегодня мы продолжаем его дело, и у нас есть своя семейная родовая кочевая община имени Петра Егоровича Погадаева. Мы содержим наше стадо и продолжаем заниматься традиционной хозяйственной деятельностью коренных малочисленных народов Севера. 7 номинаций, 2 специальных приза и гран-при конкурса. В столице республики наградили победителей республиканского конкурса «Кинолетопись Якутии». С апреля 2016 года принято более 1200 единиц, из них в описи ценных кинодокументов внесены 37. Аудиовизуальные документы представлены как профессиональными производителями кино-видеопродукции, так и частными лицами. Предварительно для участия было отобрано 32 наиболее интересных в историческом и культурном плане работы. По итогам конкурса специальный приз получил Дмитрий Сыроватский за самое большое количество сданной документации. Главным героем является Прокопий Несторович Сокольников. Это один из первых врачей из якутов. Материал оказался совсем случайно, да, и я сам не отдавал в Госкинохранилище. Она сначала попалась в калейдоскоп. Этот, вроде, я точно не знаю, но этот проект Нюрбинского филиала вроде как. И у них этот фильм как бы был, как мне рассказали, что этот фильм пользовались как учебное пособие для детей, которые интересуются именно журналистикой, телевидением. Якутия-24 покажут в прямом эфире чемпионат республики по хоккею с шайбой. Прямая трансляция с хоккейных матчей будет вестись 3 дня с 6 по 8 апреля. Сегодня в 14:00 смотрите матчи команды Екбор Усть-Алданского района и сборной Мирнинского района. В 17:15 схватку сборной Якутска и Нерюнгринского района. 7 апреля в 12:30 на льду встретятся команды Нерюнгринского и Мирнинского районов. В 15:15 смотрите поединок между командой города Якутска и Екбор. 8 апреля в 12:30 Якутия-24 покажет матч Екбор и сборной Нерюнгринского района. В 15:15 на льду встретятся команды Якутска и Мирнинского района. К этому часу у нас все новости. Эфир Якутии-24 продолжит рубрика «Спорт». Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Саргалана Захарова. ЦСКА разгромно проиграл Арсеналу в первом матче 1/4 финала футбольной лиги Европы. Счет 1-4. Встреча прошла на стадионе Эмирейтс в Лондоне. В составе победителей дублем отметились Аарон Рэмзи и Александр Леказет. У ЦСКА ударом со штрафного отличился Александр Головин. Для ЦСКА это поражение стало 6-м подряд в матчах с английскими командами в Еврокубках, сообщает ТАСС. Всего российский клуб играл против команд из Англии 20 раз. 3 победы, 5 ничьих и 12 поражений. А вот с Арсеналом ЦСКА встречался в 2006 году. Тогда команды сыграли 2 встречи на групповой стадии Лиги чемпионов. Российский клуб победил на своем поле 1-0. А через 2 недели в Лондоне была зафиксирована нулевая ничья. Ответная игра пройдет 12 апреля на Выпарене в Москве. Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится 16 мая на стадионе Парк Олимпик во французском Лионе. Победитель Лиги Европы сезона 2017-18 получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона 2018-19. Таким образом, Россия завершит этот сезон на 6-м месте в таблице коэффициентов УЕФА. Строчкой выше Франция, а ниже Португалия. Лидерство в таблице сохраняет Испания. Следом расположились Англия и Италия. Страны из первой тройки имеют право заявлять по 4 команды в Лигу чемпионов.
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор будет арестован за нападение в Бруклине. Власти США выдали ордер на арест спортсмена. Инцидент произошел в четверг. Он напал на автобус со своими коллегами, бойцами абсолютного бойцовского чемпионата. Об этом сообщает портал TMZ. Ирландцу посоветовали как можно скорее обратиться за разъяснением ситуации в государственные органы власти. Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что друг Макгрегора и его спарринг-партнер Артем Лобов, который имеет российское и ирландское гражданство, за участие в нападении снят с турнира UFC 223, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на воскресенье. А я напомню, что Макгрегор прекратил выступление в 2016 году и должен был возвратиться на ринг уже в скором времени. Будем надеяться, что вспыльчивый характер ирландца не помешает ему в этом. Но несмотря на выходки со стороны одного чемпиона, UFC спешит порадовать своих поклонников еще одним триумфальным возвращением. Бывший чемпион Брок Леснар возобновит карьеру в ММА. Об этом сообщил глава организации Дэйна Уайт. Однако пока точную дату он сказать не может, передает газета РУ со ссылкой на The Sun. В декабре 2016 года было объявлено, что допинг-проба бойца, сданная перед турниром UFC 200, в июле дала положительный результат. За это он был дисквалифицирован на 1 год, а позднее в организации объявили об увольнении ряда бойцов, среди которых был и американский тяжеловес. В смешанных единоборствах 40-летний американец провел 8 поединков, одержав победы в 6 из них. Титулом чемпиона UFC он овладел с 2008 по 2010 годы. Последний бой в ММА он провел против голландца Алистера Оверима в декабре 2011 года, потерпев поражение техническим нокаутом в первом раунде. Всемирный день тенниса отмечают сегодня представители этого вида спорта и просто любители. Не остались в стороне и в Якутске. Сегодня во Дворце спорта 50 лет победы стартовал Кубок Республики по настольному теннису. Это еще один отбор на 7-е спортивные игры народов Саха, которые пройдут этим летом в Амге. Стоит отметить, что этот день отмечают во всем мире с 2015 года. Примечателен и тот факт, что он является одним из самых распространенных в мире. Практически в каждой стране есть объединение теннисистов. Официально их количество в 218. Наиболее популярен этот вид спорта в странах Азии. Алданские любители флорбола в предвкушении заключительного тура чемпионата Алданского района по флорболу 2017-18. Первое место разыграют команды «Сила Сибири» и ЖДЯ. Еще 3 конкурента поборются за титул лучшего снайпера из команд «Сила Сибири», «Энергетик» и ЖДЯ. Заключительные матчи чемпионата Алданского района по флорболу состоятся в субботу, 7 апреля в спорткомплексе «Локомотив». Начало матчей в 11 часов. Чемпионат республики по хоккею в прямом эфире «Якутия-24». В эти дни зрители нашего телеканала смогут в реальном времени наблюдать за ледовыми баталиями. Трансляция с хоккейных матчей будет вестись 3 дня с 6 по 8 апреля. Расписание игр и трансляций вы можете видеть на своих экранах. В числе участников сильнейшие команды из Усть-Алданского, Мирнинского, Нерюнгринского районов и столицы республики. Следите за нашими новостями и будьте в курсе всех спортивных событий. Это были новости спорта. Всего доброго. Ну, как бы мне многие и одноклассники, и друзья говорили: пойдем погуляем, да. Я говорю: ну, у меня тренировки. Я говорю: да хватит тренироваться, и так каждый день уже ходишь. Ну, тренировки для меня это не то, чтобы вот как дело надо сделать и все. Ну, это для меня как любовь, любимое занятие. Спорт – это моя жизнь. Прям с самого детства в нем, и понимаю то, что я нашла то, что искала. С недавних пор стала придерживаться фразы «все или ничего». Особенно она приходит во время соревнований. Просто себе говорю, когда остается пару попыток до окончания, говорю себе: либо я сейчас это делаю, либо просто ничего. Хочу попасть на Олимпиаду Токио 2020 год. И именно с этой мыслью я и встаю. Мне кажется, это очень близко, очень скоро, и все вполне реально. То есть это соревнование длится всего лишь пару часов, а подготовки, месяцы, даже годы на это уходят. И как бы ты выходишь с мыслью, что все для того, что ты это делал, нужно сейчас это показать. Просто нужно показать себя. А ты готова. Просто надо взять и сделать это.
Сотни километров, сотни дорог. Нас отдаляет лишь расстояние. Не нужно бояться увидеть красоты этого мира. Они поражают, иногда удивляют, погружают человека в нечто неизвестное. Мир так велик, что не хватит жизни обойти ее красоты, прочувствовать ее частичку, впитать в себя ее энергию. Узнавая мир таким, каким он есть, мы расширяем границы своих возможностей. Мир создан для тех, кто покоряет его, защищает, открывает ее каждый день, как в первый раз. И ты увидишь, насколько он прекрасен. С 14 марта почтовый ящик, наполненный письмами и открытками от иркутян, начал свой путь по маршруту старинному Иркутско-Якутского тракта. Почти 3000 километров преодолела почта. Самому маршруту исполнилось 275 лет. За это время резвых лошадей сменили железные кони. Почту доставляют самолетами, вертолетами. Но в памяти навсегда останется период, когда именно так, под звон колокольцев, по снежному полю, в пургу и непогоду доставляли почту до сел и городов на пути тракта. Дабанский наслег. Станция Нелин. Одна из первых 28 почтовых станций, учрежденных Захаром Баишевым в 1743 году. Название станция взяла от наименования местности. Якутское слово «Нелин» переводится как «открытая местность». Первыми ямщиками Нелина были русские поселенцы Пшенниковы. Со временем жители села разъехались, но в советское время в этой местности долго стояла летняя ферма. Вот Нелин, да, вообще на почтовая станция первая. В наше село теперь входит 3 станции. Неленская, Черендейская и Дабанская. После 40-х годов у нас тут стояла наша ферма летняя. И наши бабушки, дедушки, все они летом переезжали, работали вот в Нелене. После мы, когда школу окончили по комсомольской путевке, мы тоже тут работали каждое лето. Поэтому как-то мы вот слово «Нелен», вот эту местность как-то вспоминаем свято. Как святое, как будто место у нас получается. Тут очень много ягод летом, сено косят до сих пор. В совхозное время силой заготавливали. Все ж таки вот это старинный этот станок, как бы он не забыт. Село Дабан. В переводе звучит как подъем в гору, крутая гора. Почтовая станция была открыта здесь в 1887 году. Именно сюда перевели ямщиков с соседних почтовых станций. И по сей день в селе проживают потомки ямщицких фамилий. Отец раньше гонял почту, там дядьки гоняли наши почту. Ну, как я немножко так только помню, немножко. Отгоняли, там приезжали, уезжали. Все как будто что-то говорят, что все, едет, слышно там колокол, или сани скрипят, слышно все. Издалека уже морозы. Эти морозы не ездили. За скорость быстрее и быстрее. Никогда задержки не было. Сейчас и то вот задержка почты идет, целыми неделями идет. Это куда? Здесь техника, все. А раньше на конях никогда не было задержки. Все вовремя было. Это на конях. А сейчас все, и самолеты, и вертолеты, и все, ничего нету. Они от Черендея ехали до Бирюка, на часа 2 там, наверное. 2, наверное. Ну, как смотря, если, например, пассажир есть, если богатенько кто-то едет, сразу он доплачивает ямщику на скорость, давай быстрее. И он уже быстрее едет. Вот такие. А здесь вот до Дабана едет. В эту сторону.
Возможно, именно поэтому в селе так тепло отнеслись к идее реконструкции ямщицкого гона по тракту. Многие воспоминания просто бесценны, ведь это история села, его людей. Ее сестра Ершова в замужестве Пшенникова Галина Алексеевна тоже в свое время, будучи молодой девушкой, служила ямщиком и гоняла почту со станции Черендейской до станции Бирюк. И вот однажды они в любую погоду ехали, им нужно было срочно, пришла почта, им нужно было ее проводить до следующей станции. И вот однажды вместе со своей старшей сестрой, поехав с почтой, они попали в распутицу, когда речка Черендей разлилась, и они упали в полынью. В результате вымокли, намокли, и тем не менее почту не бросили, спасли, привезли ее на станцию Бирюк, где их встретили очень тепло жители Бирюка, которые тоже служили на этой же службе, да. Но после этого Галина Алексеевна осталась жива, а ее сестра заболела двухсторонним воспалением легких, и она умерла, оставив сиротами 3 детей. Здесь же в клубе в этот день состоялся концерт, где яркие красочные номера представили как взрослые, так и самое юное поколение. Тем временем почтовый ящик двинулся в дальний путь до села Черендей. Ныне в селе постоянно проживает всего один житель – Сотников Степан, также потомок ямщицкой фамилии. А уже далее в путь до села Первый Нерюктяинск. Здесь жители также подготовились основательно и не просто передали письма, но и устроили настоящий праздник, покатав ребятню в санках на речке, подготовив горячий чай из настоящих самоваров. Чтобы дети знали, чтобы наши дети знали, как они почту развозили по деревням, по селам, по 18 километров каждый на коне ездил, раздавали почту. Поэтому мы сегодня такой праздник у нас, самый хороший. Кстати, здесь же, в местности Бирюк, проживают потомки государевых ямщиков, Давыдовы. До удивления отлично сохранился у семьи и дом, где некогда была почтовая станция. Кстати, и сама улица называется именно так – Ямщицкая. А красавец дом цел-целеханек. Была почта этому дому, в этом доме. Ямщики здесь останавливались? Ямщики здесь останавливались, ага. Здесь останавливались, здесь лошадей кормили, здесь меняли лошадей и ехали дальше. В этом году исполняется 100 лет. Мы здесь живем, сохранили. Мы здесь родились, Давыдовы. А наш дед был сотник Василий Николаевич, он те года ямщиком работал. Даже этому дому 100 лет тому даже оклад не поменяли. Ранее, как рассказал хозяин дома, у основателя было 9 детей, а в доме 9 окон. Добротные бревна защитили дом от паводка. По самые окна приходила вода, но в дом так и не зашла. Прабабушкин, прадедушкин дом. В 13 году до отсюда взяла. Ага. До отсюда. Брала вода, да? Брала вода. А внутри вода, читать, не зашла. Ничего себе. Ага. Я здесь на лодке заезжал. Повозки тем временем, меняя друг друга, шли к следующей станции – Бердинка, которая относится ко Второнерюктяинскому наследию. От народа ямщицкого, Бердинки, Второго Нерюктяя
С радостью от души поздравляем вас мы с 275-летием Иркутско-Якутского тракта. Пусть ямщицкие деревни процветают, пусть их ждет самое лучшее будущее. Примите хлеб-соль. Поздравляем. Не только хлеб-соль, но и удивительные рассказы потомков задержали всех у верстового столба станции Тарасовская. Свое название станция взяла от родоначальника ямщиков Харитона Тарасова. 1782 год. Туда уходит история этой станции. Дедушка прибыл с Тамбовской области. Их было 3 братьев. Николай, Егор и Иван. И потом они все обзавелись семьями. Они были летнее время хлебопашцами, а зимнее время ямщиками. Возили вот с самого Бирюка и до Бодайбо. Они ехали, значит, Бирюк, Черендей, Дабан, Мача и Бодайбо. И вот у меня отец, у меня Николай Николаевич рано умер. Условия очень такие тяжелые были. У них было 7 детей. И вот эти детей остались с моей бабушкой Аграфеной. Аграфена у меня с Березовска родом, Пшенникова. И вот когда Николай, дедушка мой, умер, остался мой отец Григорий Николаевич Седых. И он 16 лет начал ямщиком работать вместо отца. А еще здесь прозвучала уникальная история одной старинной вещи – шали, сохранившейся у потомков. Феодосия Георгиевна Бубякина бережно хранит ее. В общем, Бубякины все ездовые люди, я так хочу сказать. А вот от деда у нас осталась вот шаль. Это 1800-х годов шаль. Да, вот это руками бабушки вышитая. Вот это потрогайте, она чисто шерстяная. Это дед ямщик, который, когда сватался, он привез этот платок. Мы так думаем. Снежная метель, как и столетия раньше, не испортила день. Путь лежал далее до села Алекминское. Где сочным многоголосием приветствовали ямщика с ценным грузом. В свою очередь и здесь опустили свое письмо к инициатору реконструкции, потомку государевых ямщиков Анатолию Добрянцеву. Встретили почтовый ящик и в городе Алекминске звонкими песнями да добрым угощением. Впереди дорога до Якутска через многие почтовые станки. Истории быть, хранят потомки в памяти бесценные воспоминания о своих предках. И живы они, покуда есть память о удивительной истории сурового края, покоренного почти 300 лет назад звоном колокольчика под дугой.
Готовить кадры не только для алмазодобывающей компании. Трудоустройство местных кадров обсуждали в Мирном. Рукописи Гаврила Ксенофонтова нуждаются в восстановлении. В этом году отмечается 130 лет со дня рождения этнографа, историка и фольклориста. Сегодня во Всемирный день настольного тенниса в Якутске проходят отборочные соревнования на финал спортивных игр народов Якутии. Это новости в прямом эфире, в студии Юлия Великодная. В Кобяйском районе после пурги возобновлено движение транспорта по автодорогам Кобяй и Сангар. Для расчистки пути было задействовано 4 тяжелых колесных трактора в обоих направлениях. Идут работы по расширению проезжей части. Поскольку порывы ветра до сих пор достигают 10-12 метров в секунду, дорожники круглосуточно очищают путь. Проезд до райцентра поселка Сангар был восстановлен со стороны Вилюйского и Намского районов. Выборы президента России прошли честно и открыто. Об этом сообщили сегодня на совещании с председателями территориальных избирательных комиссий республики. Участники обсудили итоги выборов президента страны на территории Якутии и задачи на единый день выборов 9 сентября. Председатель ЦИК Алексей Ефимов отметил высокую активность среди населения. Выборы в Кобяйском районе прошли с большой активностью избирателей. Всего в целом по Улусу проголосовало 75%. Но есть и наслега, у которых была явка более 80%. Надо сказать, что все избиратели шли активно. Территориальная избирательная комиссия провела большую работу по охвату избирателей досрочно в отдаленных труднодоступных участках. Проголосовало 202 избирателя. Мы летали на самолете к оленеводам, ездили и на буранах, и на больших машинах, охватили и метеостанции, коневодов, ну, практически всех тех работников Сахатранснефтегаз, всех тех, кто был заявлен для проведения досрочного голосования. Трудоустройство местных кадров в промышленность обсуждали на выездном заседании в Мирном Илтумена. Члены правительства, народные депутаты, главы районов и представители промышленных предприятий проконтролировали выполнение рекомендаций. Вопросы о привлечении и закреплении местных кадров на промышленных предприятиях Якутии в столице Алмазного края обсуждали 3 года назад. С подробностями Марианна Кутукова. Спустя 3 года обсуждение получилось конкретным, так как есть положительные сдвиги. В республике объявлен год содействия занятости. Стартовал приоритетный проект «Местные кадры в промышленность». Текущий год начался с подписания соглашения с компанией «Алроса». Ключевой показатель – 500 человек для трудоустройства в Верхнемунском месторождении. В феврале отбор работников прошел в Вилюйской группе районов и охватил более 1200 человек. Из них отобрали порядка 400 кандидатов. Сегодня мы внедряем так называемое сетевое обучение, суть которого заключается в том, что теоретическую часть обучающихся проводим на базе техникумов Республики Саха-Якутия. Практическую часть мы производим на базе Центра подготовки кадров компании «Алроса». Это те же бульдозеристы, это те же водители, это те же слесари. Сегодня в Якутии свою деятельность ведут 20 промышленных предприятий. Для них привлечение и закрепление местных кадров в приоритете не первый год. Представитель Татсюряхнефтегазодобычи, говоря о кадровой политике в компании, рассказал про систему непрерывного образования школа, вуз, предприятия. Компания открыла в Ленске и Мирном Роснефть-классы, создает для них материально-техническую базу, стажирует студентов в места добычи и обеспечивает стипендией. Каждое крупное промышленное предприятие практически уже на сегодня заключило или заключает соглашение, договора о подготовке кадров уже напрямую не с правительством, не с министерствами, а напрямую уже с улусами, с районами нашей республики, включая северные, сельские улусы нашей республики. И этот процесс, он уже обрел свою динамику. И мы сейчас постоянно держим
эти вопросы на контроле. Вместе с тем, говоря о подготовке кадров, на заседании отметили, что спрос должен оправдывать средства. Мы сегодня в том состоянии бюджета республики мы должны готовить целенаправленно и эффективно как-то. То есть все те средства, которые мы вкладываем на подготовку кадров, оно должно потом, то есть человек должен трудоустроиться и закрепиться, и он должен помогать республике получать добавленную стоимость. В ходе выездного заседания не раз отмечено, что нужно уходить от стереотипов, готовить кадры не только для алмазодобывающей компании «Алроса», но и в угледобывающей, транспортной, а также компании нефти и газа. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. К другим темам. Клетка для собак по принципу мышеловки. В столице начали применять новый метод по отлову собак. Ранее это делали дротиками. О новом, более гуманном способе расскажет Кристина Якупова. Проблема бездомных собак не теряет актуальности. Ранее собак отлавливали с помощью дротиков со снотворным. Однако практика показала, это не самый гуманный способ. Ослабленные животные иногда погибали от инъекций, не доехав до питомника. Новый способ это исключает. Испытания длятся уже месяц. У нас установлены здесь две наших установки, и мы отловили порядка 40 животных этими двумя установками. В дальнейшем мы планируем поставить установки по всему городу. Сейчас мы планируем, конечно, поставить в первую очередь сайсары, строительный округ, автодорожный, то есть на видных местах, где большое скопление животных. Изначально специалист по отлову собак вешает приманку на крючок, так, чтобы собака почуяла. Далее закрывает дверцу и устанавливает крышку, чтобы она держалась плотно. Когда собака забегает в клетку, дергает за приманку, крышка захлопывается и закрывается на автоматический крючок, чтобы в дальнейшем она никуда не убежала. После того, как собака попалась в клетку, специалисты выезжают на место и увозят животное в питомник. В этом году в Якутске установят 40 ловушек. Таким образом, всего за сутки с помощью клеток будут отлавливать максимум 3 бездомных собаки. Кристина Якупова, Григорий Хлопков, Якутск. В этом году отмечается 130 лет со дня рождения этнографа, историка, фольклориста Гаврила Ксенофонтова. Он автор таких уникальных научных трудов, как «Илиада», «Уранхай», «Сахалар». Также Ксенофонтов внес вклад в изучение истории и сохранение традиций якутов. Жизнь выдающегося ученого-исследователя оборвалась в 1938 году. К сожалению, многие его труды не печатались и не увидели свет. Сейчас в архиве Гуманитарного института хранятся более 170 страниц дела. В том числе есть работа по этнографии, антропологии, рукописи о письменности, шаманизме и дневники с экспедицией. Но сегодня все они находятся в плачевном состоянии и нуждаются в восстановлении. «Илиада» была собрана в 21-25 годы по всей Якутии, то есть по центральной части Якутии, по Вилюйской и в северных районах Якутии. Он сам собирал все эти предания, сам записывал по-якутски, потом перевел и упорядочил их, сделал нумерацию и сделал к сборнику теоретическое введение, которое лежит неизданное. В Южной Якутии отмечают 100-летие учреждения военных комиссариатов России, органа военного управления, позволяющего вести учетно-призывную работу. О торжественных мероприятиях по случаю юбилейной даты расскажут корреспонденты из Нерюнгри. С момента своего создания и до наших дней комиссариаты играют огромную роль в становлении России. Они выполняют мобилизационные задания, ведут обучение населения, помогают укреплять обороноспособность страны. Сотрудники военкоматов также занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, курируют вопросы социальной защиты военнослужащих, в том числе уволенных в запас. Наталья Михалькевич и Оксана Золотарева – бывшие коллеги. Женщины проработали в Нерюнгринском военном комиссариате почти 15 лет и вспоминают годы своей службы с улыбкой. Принимали комиссии было много, умели отдыхать и в то же время умели работать. Нужно было, никто нас не заставлял, оставались, работали, не считались ни с чем. Также были у нас и дети маленькие, но все шло своим чередом. Мы работали очень хорошо. Нерюнгринский комиссариат работает 42-й год. На сегодняшний день в его штате числится 22 человека. На сегодняшний день военный комиссариат занимается вопросами мобилизации. Мы работаем практически с каждой организацией в нашем районе по вопросам воинского учета, бронирования. Также огромная работа проводится отделением по призыву граждан.
В наши дни из ворот Нерюнгринского военкомата ежегодно отправляются на военную службу более 150 человек. Сейчас в районе стартовала весенняя призывная кампания и продлится до 15 июля. Все отлично. Мероприятия по случаю столетия учреждения военных комиссариатов России в Нерюнгре завершились торжественным награждением сотрудников военкомата и ветеранов службы. Героям праздника были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Екатерина Павлова, Аяла Моцов, Нерюнгре. К новостям спорта. Сегодня во Всемирный день настольного тенниса начались отборочные соревнования на финал спортивных игр народов Якутии. Кубок региона по настольному теннису проходит в эти минуты в спорткомплексе «50 лет Победы». Нургуяна Егорова готова рассказать. Всемирный день тенниса отмечается всего 3-й год, но тем не менее сегодня, 6 апреля, этот день отмечается во многих странах мира. 218 стран являются членами Международной федерации настольного тенниса, и приурочена эта дата к Международному дню спорта на благо развития мира. Не отстает и наша республика. Сегодня во Дворце спорта 50 лет Победы начался Кубок Республики по настольному групп. В первый финал пройдут те команды, которые в своей подгруппе заняли первые и вторые места, и, следовательно, они будут оспаривать первые и 16-е места. Ну а третье место в подгруппе дает шанс сыграть с 17 по 24 место. Всего будет разыграно 12 путевок. До обеда играют женщины. Мужчины приступят к своим играм уже после обеда. Якутия-24 покажет в прямом эфире чемпионат республики по хоккею с шайбой. Прямая трансляция с хоккейных матчей будет вестись 3 дня с 6 по 8 апреля. Сегодня в 14:00 смотрите матчи команды Егбора Усть-Алданского района и сборной Мирнинского района. В 17:15 схватку сборной Якутска и Нерюнгринского района. 7 апреля в 12:30 на льду встретятся команды Нерюнгринского и Мирнинского районов. В 15:15 смотрите поединок между командой города Якутска и Егбор. 8 апреля в 12:30 Якутия-24 покажет матч Егбора и сборной Нерюнгринского района. В 15:15 на льду встретятся команды Якутска и Мирнинского района. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В детском саду в Нерюнгре несколько детей получили ожоги глаз во время кварцевания. Речь идет о воспитанниках детского сада «Классика». Известно, что в группе было порядка 20 воспитанников, 11 из которых пострадали от ультрафиолетового излучения. Дети обожгли сетчатки глаз и получили травму конъюнктивы. В администрации района факт инцидента не отрицают, но заверяют, что здоровью детей ничего не угрожает. Однако информацию дополнил главный врач Нерюнгринской районной больницы Нургун Степанов. Он отметил, что, по словам родителей, 5 детей обследовались в частной клинике, 6 обратились в ЦРБ. Стало известно, что инцидентом заинтересовались в Следственном комитете республики. Будет проведена проверка.
По факту размещенной в СМИ информации о недосмотре педагогическими работниками детского сада за воспитанниками, которые подверглись ультрафиолетовому излучению, организовано проведение доследственной проверки. По утверждению издания, воспитатели не обеспечили изоляцию помещения детского сада от детей, в результате чего около 20 воспитанников были доставлены в медучреждение для обследования на предмет ожогов сетчатки и конъюнктивы. Для установления всех обстоятельств произошедшего руководителем Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия дано поручение подчиненным сотрудникам о проверке изложенных в публикации сведений в порядке статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Нерюнгринский городской суд приговорил 60-летнего таксиста к 4 годам лишения свободы условно за смертельный наезд на несовершеннолетнего, который шел по краю дороги. ДТП произошло в феврале прошлого года. Известно, что подросток 99-го года рождения шел по краю проезжей части от профилактория «Горизонт» к проспекту Геологов. От полученных травм несовершеннолетний погиб на месте. Подсудимый свою вину не признал. В том же Нерюнгри произошло ДТП со скорой помощью рядом с торговым центром «Парадист». Видео попало в социальные сети. Обстоятельства выясняются. Вчера в республике произошел один пожар на улице Ленина в селе Чурапча. Горел дом, первое пожарно-спасательное подразделение прибыло через 2 минуты. Огнем повреждены стены и потолочное перекрытие внутри дома на общей площади 25 квадратных метров. Сам дом удалось спасти, причина, виновный ущерб устанавливается. Из Якутии выдворены 29 иностранцев. Из числа выдворенных 12 являются гражданами Кыргызстана, 4 Республики Армения, 3 Китая, 2 Республики Узбекистан, а также граждане Республики Таджикистан, Республики Молдова, Беларусь и Казахстана. На прошлой неделе выдворены 4 иностранных гражданина из республик Киргизии, Армении и Таджикистана. После вынесения судом постановления о назначении наказания в виде штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации 20 иностранных граждан за счет федерального бюджета перепровождены в Центр временного содержания иностранных граждан. 5 граждан выдворены за пределы Якутии за свой счет. В Мирном ведут установку пожарных извещателей в многоквартирных деревянных домах. В приоритете удаленные районы города, микрорайон Заречный и Верхний, а также район аэропорта. Тему продолжит наш корреспондент в Мирном Марьяна Кутукова. Сегодня пожарные извещатели есть в 53 домах. 106 извещателей с GSM-модулем, сим-картой установлены в подъездах на 2-м этаже. В случае возгорания и задымления сигнал посредством мобильной связи подается в оперативные службы. Это ЕДДС, пожарная служба и управляющая компания. Ну, по нормативам у нас по городу до 10 минут. Здесь, в данном районе, у нас непосредственно где-то в километре, примерно, даже может поменьше, находится пожарная часть, одна из пожарных частей. Отсюда выезжает автомобиль пожарный с подразделением, и с города непосредственно сразу же по высшему номеру, то есть как минимум 2 машины еще. То есть в общей сложности в данный дом, допустим, по этому адресу может прибыть 3 автомобиля одновременно. С момента установки пожарных извещателей были лишь ложные срабатывания. Причина – курение в подъезде. За свою безопасность жильцам придется платить. В скором времени управляющая компания проведет собрание с собственниками жилья, разъяснит, сколько будет стоить корпоративный тариф сим-карты и техническое обслуживание извещателей. Стоить это будет для жильцов порядка 2,5 рублей, то есть 2 рубля 50 копеек с одной семьи, да, с одной квартиры, для того, чтобы ежемесячно выплачивали управляющие компании такие взносы. Ну, это посильная, я считаю, оплата даже для малообеспеченных семей. Но оговорюсь сразу, что это предварительная оценка. Управляющая компания сейчас более подробно это посчитает. Но я думаю, если даже в 2 раза увеличится, но 5 рублей, я думаю, способна найти каждая, даже малоимущая семья, для того, чтобы оплатить эти взносы. В этом году на установку пожарных извещателей в бюджете города выделено около 350 тысяч рублей. Оставшиеся 100
Об экономических событиях в республике и стране. Компания «Алроса» опробует на подземных рудниках «Удачный» и «Айхал» технологию, позволяющую повысить точность буровых работ и минимизировать участие в них человека. В настоящее время на подземных рудниках начали работу новые модели буровых установок, предназначенные для бурения вертикальных, наклонных, веерных, параллельных и одиночных скважин. Эти скважины буровых работ. Высокая точность бурения позволит повысить качество отбойки горного массива посредством взрывания, минимизировать время на бурение вееров скважин, тем самым повысить производительность буровых установок. Планируется, что такие паспорта будут заранее формироваться с помощью специальной программы на основе данных, заранее собранных инженерами, геологами и маркшейдерами компании. После этого электронный паспорт будет переноситься на буровую установку с помощью обычных детскую поликлинику, модернизируют коммунальное хозяйство. В других районах республики появятся 2 новые школы и спортивный комплекс. Вице-премьер, полпред президента России Юрий Трутнев поручил Минтрансу, Росавиации и Минвостокразвития Российской Федерации вместе с компанией «Аэрофлот» решить проблему нехватки на курортах Крыма и Кавказа. Меры, принятые для обеспечения субсидированными воздушными перевозками, явно недостаточны. При этом ежегодное финансирование программы сокращается, и такое положение дел неприемлемо. Дальний Восток должен стать доступней, сказал Трутнев. По данным Росавиации, в этом году более 446 тысяч пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток. В программе задействованы 7 авиакомпаний. «Аэрофлот» России порекомендовать без 5 минут бизнесменам другой вид занятости с учетом склонностей потенциального предпринимателя и специфики рынка. У профессионалов потенциальные бизнесмены могут узнать немало полезного, например, о механизмах государственной поддержки, на которые в питании готовятся пункты временного размещения людей на случай чрезвычайной ситуации. Сначала будут созданы пункты сбора граждан, затем в случае ЧС люди будут перемещены. Марта и проходила в течение 10 дней. Ребята проложили маршрут Якутск, Алдан, Нерюнгри, Космодром Восточный Якутск. Посетили объекты компании Якутуголь, Алдан Золото, Селигдар и другие промышленные объекты. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.
Сегодня в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников следственного аппарата в органах внутренних дел Российской Федерации. Следственная часть по расследованию организованной преступности, деятельности, структурное подразделение Следственного управления МВД по Якутии занимается самыми тяжкими уголовными делами, совершенными организованными преступными группами. И гость нашей студии – начальник следственной части Евгений Разин. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, расследование каких категорий преступлений входит в сферу вашей деятельности? Ну, как вы уже сказали, следственная часть является структурным подразделением Следственного управления МВД по Республике Саха-Якутия. Преступления против собственности, такие как кражи, мошенничество, также преступления против личности, связанные с причинением телесных повреждений различной степени тяжести, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и большое количество других преступлений. С 2016 года управление следственное возглавляет полковник юстиции Лукин Александр Иванович, которому в 2016 и 2017 году в условиях увеличения нагрузки удалось добиться положительной динамики по основным направлениям деятельности. Это и по количеству направленных в суд уголовных дел, и по улучшению их качества и сокращению сроков следствия. Мое же подразделение, как вы тоже заметили, занимается расследованием наиболее значимых резонансных уголовных дел, среди которых приоритет дается преступлениям, совершенным организованными преступными группами, как общеуголовной, так и экономической направленности. А какова статистика по совершению тяжких преступлений и сокращается ли их количество? Последние годы на территории республики наблюдается уменьшение количества совершенных тяжких и особо тяжких преступлений. И здесь нельзя не отметить роль министра внутренних дел нашей республики, генерал-майора полиции Прокопенко Владимира Николаевича, который предпринимает все необходимые меры для организации работ ведомства на самом высоком уровне, выражая поддержку следственному аппарату и обеспечивая надлежащий уровень взаимодействия всех служб и подразделений при раскрытии и расследовании преступлений. По итогам 2017 года нашему подразделению удалось добиться наилучших показателей по всем основным направлениям деятельности за последние 10 лет. Также, работая в условиях увеличения нагрузки фактически на 40%, нам удалось направить в суд в 2 раза больше уголовных дел, 95 против 45 в аналогичном периоде прошлого года. При этом каждое третье уголовное дело было в отношении участников преступных групп, организованных. Таковых дел данной категории было расследовано, направлено в суд 31 в отношении 56 лиц. К примеру, в 2016 году таковых дел было 18. Среди них основную массу составили дела в отношении лиц, занимавшихся незаконным сбытом наркотических средств, в том числе 2 уголовных дела в отношении участников преступных сообществ. Кроме того, в 3 раза сокращено количество прекращенных производством уголовных дел, значительно улучшено качество расследования уголовных дел. Из общей цифры причиненного ущерба в размере 150 примерно миллионов рублей нам удалось принять меры к возмещению ущерба в размере 92 миллионов рублей. Впервые в истории правоохранительных органов республики в прошлом году был вынесен обвинительный приговор в отношении участников организованного преступного сообщества, осуществлявшего сбыт наркотических средств на территории республики и других субъектов Российской Федерации под эгидой интернет-магазина «Ставстори». При расследовании данного уголовного дела нам удалось задержать и привлечь к ответственности 8 лиц, в том числе задержать одного из значимых участников сообщества, проживавшего на территории Новосибирска и отвечавшего за распределение финансовых потоков. Изъято из незаконного оборота было 12 килограмм наркотических средств общей стоимостью примерно 36 миллионов рублей. Также получена информация о деятельности данного сообщества на территории 47 городов Российской Федерации. Данная информация была предоставлена коллегам в субъектах, которым инкриминировалось хищение денежных средств учреждений в размере порядка 50 миллионов с последующей их легализацией. Также вынесен обвинительный приговор в отношении руководителя ООО «Малтан», организовавшего незаконную добычу золота на территории Амиконского района в количестве примерно 50 килограмм общей стоимостью более 75 миллионов рублей. А одним из главных достижений я считаю то, что начиная с 2014 года
По результатам рассмотрения судами 82 уголовных дел в отношении участников организованных преступных групп вынесены обвинительные приговоры без изменения следственной квалификации. Отношение к следователю и к своей работе. А какие громкие уголовные дела расследуются сейчас? В настоящее время у нас в производстве имеется уголовное дело в отношении руководителей национального, работников, скажем так, ну и в том числе из числа руководителей Национального художественного музея, которые совершили хищение бюджетных денежных средств в размере порядка 40 миллионов рублей. Дело находится на завершающей стадии расследования. В ближайшее время будет представлено в прокурору для утверждения обвинительного заключения. Кроме того, уголовные дела в отношении руководителей потребительских кооперативов, таких как Ярко, Артык Экспресс Кредит, Альфа Кредит, уголовные дела в отношении обманутых дольщиков, по факту незаконной рубки на территории Вилюйского района в промышленных масштабах лесных насаждений, в рамках которого установлен ущерб в размере 15 миллионов рублей. Также значительное количество уголовных дел в отношении участников преступных групп, осуществлявших сбыт наркотических средств, и ряд других уголовных дел. Наверное, ваша работа далеко не кабинетная, часто приходится выезжать на место преступления и в командировки. Работу нашу кабинетной назвать, конечно, трудно, поскольку зачастую ежедневно следователю приходится проводить большое количество следственных действий и за пределами кабинетов. А это выемки всевозможные, проведение обысковых мероприятий, поиск свидетелей, направление запросов, работа с судом, прокуратурой. Но много времени, конечно, и уходит на работу внутри кабинета, тем более по большим делам экономической направленности, когда приходится анализировать довольно большое количество изымаемых документов. А как обстоят дела с кадровым обеспечением? Охотно ли идут к вам молодые люди работать в следственные органы? С кадровым обеспечением, конечно, определенные проблемы есть. Люди на службу приходят, но сталкиваясь с большим объемом работы, с ежедневной морально-психологической нагрузкой, скажем так, не справляются с теми требованиями, которые выдвигаются, и уходят. Но есть довольно значительное количество людей, которые продолжают служить уже на протяжении 15 и 20 лет, в том числе непосредственно осуществляя расследование уголовных дел. И я бы хотел именно сегодня таким людям выразить признательность, поскольку на них и держится работа Следственного управления в целом. В том числе наша работа связана с осуществлением, если говорить непосредственно о моем подразделении, осуществлением многочисленных командировок как по территории республики, так и за ее пределы. Были случаи, когда следователь, выезжая в командировку, осуществлял следственные действия на территории различных городов страны, продолжительность командировки составляла примерно до 1,5 месяца. В настоящее время двое следователей в составе следственной группы выехали на территорию Вилюйского района, где производят осмотр мест незаконной вырубки лесных насаждений, общая площадь которого составляет порядка 280 квадратных километров, протяженность маршрута 860. Это в условиях бездорожья, какой-либо инфраструктуры будут находиться в тайге в пределах примерно 20 суток. Вот вы уже говорили о требованиях. Скажите, какими навыками, чертами характера должен обладать следователь? Помимо общих требований, которые предъявляются к сотруднику органов внутренних дел, для следователя обязательным является наличие высшего юридического образования, прохождение процедуры тестирования, которая позволяет на первоначальном этапе выявить уровень его профессиональной готовности. Ну а впоследствии все зависит непосредственно от человека. По прошествии многих лет службы я для себя сделал вывод о том, что для следователя важны такие качества, как коммуникабельность, стрессоустойчивость, непосредственно ответственность за порученное дело. А как вы пришли в следственную часть? Насколько мы знаем, вы из семейной династии? Не совсем так. Семейной династии, наверное, это не назовешь. Вообще, на самом деле, я не так давно узнал о том, что мой прадед когда-то служил в органах на территории нашей республики. Это было в далеких 20-х годах в Хангаласском районе.
и больше никто из родственников, ну, может быть, к сожалению, не имел возможности проходить службу в органах внутренних дел, я принял такое решение первым. По моим стопам пошли уже мои родные братья, которые в настоящее время также продолжают служить в органах внутренних дел. А в следственную часть я попал в 2002 году, будучи приглашенным туда действующим на тот момент начальником этого подразделения Конновым Гаврилом Гавриловичем, который являлся председателем экзаменационной комиссии, и по результатам экзамена сделал мне соответствующее предложение. А какое преступление было у вас самым первым в качестве следователя, помните? Я думаю, каждый следователь помнит свое первое преступление. Оно было банальное, простое. Это была кража ковра после совместного распития спиртных напитков некоторыми товарищами. Ну, что я помню, это длительный осмотр места происшествия, именно так, как учили нас в институте. Срок его, по-моему, составил по времени порядка 1,5 часа, и еще примерно полчаса я впоследствии готовил постановление о возбуждении уголовного дела. Тогда мы работали на печатных машинках с использованием копировальной бумаги, и когда я на протяжении длительного времени пытался сформулировать. Спасибо большое. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Это было актуальное интервью. Сегодня в нашей студии был Евгений Разин, начальник следственной части по расследованию организованной преступности деятельности Следственного управления МВД по республике. Всего доброго и до встречи в эфире. В Кобяйском районе возобновлено движение транспорта. На автодорогах Кобяй и Сангар круглосуточно расчищают путь. Выборы президента России прошли честно и открыто. Председатели территориальных избирательных комиссий республики обсудили итоги голосования. Скульптура в Якутске признана лучшей российской практикой. Проект включен в федеральный реестр. Это новости в прямом эфире, в студии Юлия Великодная. В республике продолжается подготовка к безопасному пропуску паводковых вод. В Ленске первоочередной задачей обозначили подготовку гидротехнического сооружения, защищающего город от подтопления. Речь идет о дамбе. Какие силы и средства запущены в работу, расскажет Светлана Болеева.
Сегодня городской администрации из республиканского бюджета выделен 1 миллион 160 тысяч рублей на подготовку к безопасному пропуску паводковых вод. На данный момент заканчивается очистка дамбы и 21 водопропускного сооружения. Проводится очистка верха дамбы и откосной системы от снега, оттайка водопропускных сооружений на дамбе и проверка и подготовка запаса инертных материалов в виде ПГС и скального грунта. Заключены договоры на покупку продуктов питания. Готовятся пункты временного размещения граждан на случай чрезвычайной ситуации. Сначала будут созданы пункты для сбора граждан, затем в случае чрезвычайной ситуации люди будут перемещены в пункты временного размещения. Это аэропорт, спортивный комплекс «Карат» и лыжная база. Общее количество до 1000 человек могут принять пункты временного размещения на период времени до 3 суток с проживанием. Предусмотрены также у нас продукты питания, медикаменты, постельные принадлежности, водоснабжение. По данным Ленского бассейнового водного управления, на 5 апреля по Ленскому району снегозапас и толщина льда превышают норму. Толщина льда, вот, допустим, в районе Ленска, да, на сегодняшний день составляет порядка 142 сантиметров, что примерно на 30 сантиметров больше, чем в прошлом году на эту же дату. Снегозапасы сейчас довольно-таки большие, особенно вот в Ленском районе, превышает норму, и критическую норму достигла в районе Южной Нюи. Сегодня ночью стоят минусовые температуры. Днем воздух прогревается до плюс 2 градусов, что сказывается на равномерном таянии снега. Ежедневная гидрологическая информация о уровне воды подается на станцию Ленска с гидропоста поселка Витим. С остальных 9 постов сбор информации будет с 11 апреля. Также будут организованы временные посты в селе Хамра, Турукта, Бадамай, Мурия и Артанахар. Светлана Балеева. Реки Алдан 1209 километров. Обслуживается Алданский районом водных путей и судоходства Усьмайского района, а именно обстановочными теплоходами путейскими, которые выйдут на свои участки сразу же после окончания ледохода. В межнавигационный период проводится судоремонт в ремонтно-отстойном пункте, и сейчас работники РОПа латают дыры на полусгнивших корпусах старушек-путейках. Корпус сгнил или что? Да, да. Старый, сгнил, конечно. Сколько лет уже? Сколько вот путейские это примерно? Ой, я пришел 84-го, они уже были. Старые, конечно. Частично меняем, вот, каждый год 1-2. Более 2 лет работает в РОПе рабочим Михаил Лыткин. Он помогает специалистам в ремонте судов. К слову сказать, работа нелегкая и низкооплачиваемая. Я 20 не получаю даже. 15 получаю. 15, где-то 16, да. Вот за такую работу под кораблями с металлом. Ну, а что сделаешь-то? Усьмая нигде больше? Ну, нигде. Руководство техучастка до начала навигации укомплектовывает суда командой. Нужны помощники капитанов, мотористы рулевые, матросы, путевые рабочие, повара. За счет практикантов предприятие частично решает проблему нехватки кадров. Вот я не хочу обидеть местных. Не хочу обидеть местных, но нам предпочтительны, конечно, практиканты. Мы уже надежные, они приехали, отработали, уехали. А местные, ну, сами знаете, да, дисциплина. Сразу после ледохода путейские суда пойдут на речку Амга для обеспечения обстановки, чтобы танкера и сухогрузы за короткий период навигации на маловодной реке смогли завести в Амгинский район как можно больше необходимой продукции для жизнедеятельности соседнего Улуса. Юрий Таюрский, поселок Усьмая. В Кобяйском районе после пурги возобновлено движение транспорта по автодорогам Кобяй и Сангар. Для расчистки пути было задействовано 4 тяжелых колесных трактора в обоих направлениях. Идут работы по расширению проезжей части. Поскольку порывы ветра до сих пор достигают 10-12 метров в секунду, дорожники круглосуточно очищают путь. Проезд до райцентра поселка Сангар был восстановлен со стороны Вилюйского и Намского районов. В сентябре определится состав 6-го созыва Государственного собрания. Для отбора наиболее конкурентоспособных кандидатов Якутское отделение «Единой России» проведет предварительное голосование. В нем смогут принять участие не только ее сторонники, но и все желающие. Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в народные депутаты республики пройдет 15 апреля. Региональный оргкомитет утвердил имена 210 участников по 35 избирательным округам. Все участники до 13 апреля должны принять участие в дебатах.
Выборы президента России прошли честно и открыто. Об этом сообщили сегодня на совещании с председателями территориальных избирательных комиссий республики. Участники обсудили итоги выборов президента страны на территории Якутии и задачи на единый день выборов 9 сентября. Председатель ЦИК Алексей Ефимов отметил высокую активность среди населения. Был проделан очень большой пласт работы. Кроме того, на этих выборах впервые были применено новшество в избирательном законодательстве, то есть право голосовать избирателей не только по месту своей регистрации, но и по месту своего фактического нахождения. И это новшество показало свою эффективность. Явка составила почти 71%, что выше среднероссийского. В республике продолжается месячник борьбы с туберкулезом. Специалисты межрайонного противотуберкулезного диспансера в Горном ежегодно проводят ряд профилактических мероприятий. Продолжит наш корреспондент. Межелустный противотуберкулезный диспансер Горной ЦРБ ежегодно проводит профилактические мероприятия совместно с наследными участковыми больницами, педиатрами, врачами узкого профиля и предприятиями. В первую очередь педиатры и врачи участковых больниц проводят туберкулиновые пробы детям в детских садах и школах, а также тем дошкольникам, которые не посещают детские сады. Кроме легких, туберкулез также поражает и другие внутренние органы. Поэтому узкие специалисты проводят профилактические обследования по своему профилю. Помимо этого, кабинет профилактики проводит различные лекции, публикует статьи и ведет эфиры в местном радио. В этом году в рамках месячника межелустный противотуберкулезный диспансер Горной ЦРБ начал применять препарат Диаскин-тест. Данный препарат используется для диагностики заболеваний у детей старше 8 лет и взрослых. Ну, что такое Диаскин-тест? Это препарат туберкулезный рекомбинированный белок. И для чего мы назначаем? Назначаем для диагностики туберкулеза. Диаскин-тест в самом деле препарат новый, не токсичный, безопасный и не аллергичный. Для детей младше 8 лет традиционно применяется туберкулиновая проба МАНТУ. Не боит укол. От укола не боитесь. Кроме пробы МАНТУ и Диаскин-теста для выявления туберкулеза также применяется флюорография. В рамках месячника в Горном Улусе был организован выезд специалистов на слега с передвижным флюорографом. На сегодняшний день флюорографическое обследование прошли 2058 человек. Также в середине месяца планируется проведение ярмарки здоровья в селе Бердигостях. Здесь любой желающий сможет сделать туберкулинопробу, проверить свое здоровье у узких специалистов и также сделать снимок на флюорографе. Таким образом, благодаря усиленной работе, туберкулез выявляется и лечится на ранних стадиях. Об этом также свидетельствует статистика за прошлый год. Показатель заболеваемости населения в республике за последние 5 лет снизился на 26,5%. Сардана Захарова, Иван Слепцов, Михаил Мордовской-Михута, Горный. Ореховского района состоялся благотворительный аукцион под названием «Подарим добро» по сбору средств на восстановление и дальнейшее лечение 5-летнего Артемия Бурцева из села Берелях. Мальчика. Мы хотим выставить картину, сделанную своими руками. Вот. Картина очень дорога для нас, она семейная, да? Но как бы в честь такого дела нам не жалко ее выставить. Егора Борисова. Днем охотника считается первая суббота апреля. Все желающие могут принять участие. Якутия-24 покажет в прямом эфире чемпионат республики по хоккею с шайбой. Прямая трансляция с хоккейных матчей будет вестись 3 дня с 6 по 8 апреля. Сегодня в 14:00 смотрите матчи команды Егбор Усть-Талданского района и сборной Мирнинского района. В 17:15 схватку сборной Якутской и сборной Нерюнгринского района. 7 апреля в 12:30 на льду встретятся команды Нерюнгринского и Мирнинского района, Якутска и Мирнинского района. Скульптура «Дворник» признана лучшей российской практикой по формированию комфортной городской среды. Более 100 проектов одобрено для включения в федеральный реестр по итогам приоритетного проекта в 2017 году. В этот реестр вошла и скульптура «Дворника» с метлой у кинотеатра «Центральный». Скульптура высотой 1 метр 70 сантиметров. Очень много было и как положительных, так и негативных откликов в интернете, так в общении. Ну что сказать, если работа вызывает интерес, вызывает социальную значимость, указывая, что есть у нас дворники, что все хорошо.
К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами. Гитлер, ага. Ага. Добрый день, уважаемые телезрители по хоккею с шайбой. С большим удовольствием и интересом за происходящим на льду будем наблюдать мы, я Власий Сергеев и директор Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы по хоккею Владимир Тагирович Хисабуддинов. Здравствуйте. Ну что ж, и идет у нас уже соревнование среди команд второй лиги. Ну а все наше внимание будет сфокусировано на соревновании сильнейшего дивизиона. Да? То есть первый видим разминку. И в скором времени у нас стартует игра. Безусловно, нас ждет очень интересное зрелище. По телевизионной картинке у нас сборная Мирнинского района сейчас занимается слева. Они в красной форме. Ну и сейчас мы видим то, что вот справа у нас игроки Якбора. Так, Владимир Тагирович, долгожданное событие. Да, главный... Конкретно сказать, кто станет чемпионом, вообще нереально. Хотя действующий чемпион республики город Якутск, они дважды становились победителями спартакиады, и последние с 2000 вот, серьезно подготовились. За команду Мирнинского района играют игроки из Удачного и Мирного. Вот в Удачном и сегодня представляют команду Мирнинского района. Ну, то есть вот общий уровень значительно подрос, да? Да, вот общий уровень высокий игры. очень. И команда Якбор, само название, это Якутск-Барагонцы, да. В основном, конечно, были игроки Усть-Алдана, но вот сейчас представители города Якутска в большей степени. Но также и усть-алданские игроки тоже. И остальные ребята все постарше, конечно. Ну и давайте сразу для наших телезрителей мы проанонсируем. Мы командами Мегина Кангаласского улуса и Усть-Алдана. Нет, ошибка. Да, конечно же, действующих чемпионов мы посмотрим. Команду Якутска и стартовала у нас встреча. Как мы видим по телевизионной картинке, у нас в красных свитерах слева играет сборная Мирнинского района.
Ну и, соответственно, в желтой форме у нас хоккеисты команды Якбор. И Денис Ручьев. Также Свиридов Евгений и более опытный игрок Якутскэнерго Баганатов Дмитрий. Сбрасывание перешло в зону Якбора. Игра возобновляется. Опасный удар. Ну что? Потеря. Есть на пятачке пару игроков. Команда Мирного закрепилась в зоне. Якбора пытаются разыграть. Здорово прошло. И можно, да, совершить бросок. Вратарь оказался на месте. Ворота Якбора защищает опытнейший игрок сборной города Якутска Манаев Илья, работник спортивной школы, как раз занимается подготовкой вратарей республики. Сам он уроженец Омской области. Спортшколу прошел в Омском авангарде. После окончания института по нашему приглашению прибыл в Якутию и вот уже 5-й год работает тренером в нашей школе. Ну и пользуясь заминкой, давайте напомним, что у нас в соревновании среди команд первой лиги принимают участие 4 команды. Это сборная Якутска, Мирнинского и Нюрнгринского районов. Ну и вот команда Якбора, о которой мы сейчас говорим. И сейчас может получиться хорошая контратака у мирнинской команды. Атака правым флангом. Шайба все-таки была доставлена в зону ворот. Ну и посмотрим, что предложит Якбор. Ну тут, да, не оказалось рядом никого из партнеров. И атака Якбора заглохла. Сейчас посмотрим. Замена игроков у Мирного. Контратака пошла. Шайба у Марата Гайнулина. Передача по флангу не проходит. Попытка броска. Александра Ватолина. Шайбу забросил Наместников Дмитрий, номер 99. Ну, такое веселое начало игры у нас, да, последовало. И мирнинская команда открывает счет. Отлично сыграл вратарь. Ну и Владимир Тагирович, вот если говорить о мирнинской команде, да, вот сейчас она проявляет себя активнее. Вот если смотреть по составу, есть ли изменения в последние годы или же стабильно вот выступают те же люди? Ну вот, если смотреть со спорта, в основном костяк остался прежний. Ну вот некоторые, вот Юра Туренко, он 98-го года на Спартакиаде в Нерюнгри он не участвовал, сейчас возраст его позволяет. Вот он сегодня прекрасно смотрится на площадке. 68-й номер. Выходит первое звено у Мирного. Шайбой остаются игроки Якбора. На перехвате здорово мирницы сыграли. Сейчас постараются они придумать свою атаку.
Можно пробить. Хороший плотный бросок получился. Бросок, да. Ну что ж, вторым темпом сейчас мирнинская команда постарается продолжить атаку. Есть бросок. И еще один бросок. Ну, проверяют, да, вратаря. И 1 в 1. Можно пойти в обыгрыш. Да, опасный момент. Ворота атаковал Никита Крюков. Команды. На льду Якбора второе звено. 10-й номер Карпов Антон. 8-й номер Фасхудинов Фарид. 11-й номер Гайнулин Марат. Он сейчас с шайбой. Сейчас 3 в 2 можно убежать. Ой, запутались маленько. Бросок. Ну, довольно-таки неплохо. Ну, 2 момента к ряду, да, создали вот хоккеисты Якбора. И как мы видим, вратарь мирнинской дружины действует очень уверенно. Пять минут отыграли команды в первом периоде. И есть моменты. У нас в игру вступали вратари обеих команд. И пока с минимальным преимуществом ведет у нас команда Мирнинского района. На льду опять первые пятерки. Вбрасывание будет в зоне Якбора. Главный судья встречи Чернышов Андрей прибыл к нам по приглашению тренер Федерации хоккея России, судья, извиняюсь, Федерации хоккея России. Прибыл с Новосибирска к нам, судит игры высшей хоккейной лиги и молодежной хоккейной лиги. Опасный момент, работы у вратаря много. Да, бросок такой был из дальней дистанции. Еще одно вбрасывание в зоне Якбора. Не получилось тут, конечно, сразу выбежать на контратаку. Не получилось. Ну и сейчас мирнинские хоккеисты в атаке. Вновь используется правый фланг. Бросок есть. Опасный момент. Шайба капитана команды. Вновь вратарь вступает в игру. Здорово разыграли-то как. На высоте страж ворот Якбора. Хорошую перепасовку демонстрирует у ворот соперников хоккеисты мирнинской команды. Ну и, как мы видим, в последние минуты Якбору приходится обороняться, да, Владимир Тагирович? Да. Ну вот сейчас молодежное звено на льду. Вот 12-й номер Денис Ручьев. Он самый молодой игрок чемпионата, 2001 года рождения. Воспитанник нашей школы. Поиграл немножко, 1,5 сезона в Воскресенском Химике по своему возрасту и нынче вернулся домой.
Вбрасывание остается за хоккеистами мирнинской команды. Бросок не получился. Ну и посмотрим, что придумает. Евгений Свиридов шайбой номер 29. Не смог пройти, к сожалению, сквозь защиту. Попытка броска. Травму получает Денис Ручьев, но продолжает играть. Но я думаю, хоккеистам Якбора стоит Сергей Львов шайбой активизироваться. Вот сейчас могло получиться, но нет. Плотненько играют в обороне хоккеисты Мирного. Тяжело пройти. Попытка броска с дальней дистанции. Вновь вступает в игру у нас страж ворот Якбора. Много у него сегодня работы. Вбрасывание в зоне Якбора. Хороший бросок, плотный. На месте вратарь, молодец. Уверенно отражает. Удар за ударом. Да. Сейчас играет второе звено Якбора против первого звена Мирного. Раз за разом вот вбрасывание выигрывают мирнинцы. Сергей Львов. Ну что ж, и контратака может получиться. Нет, вовремя подстраховали. И вот здорово левым флангом атакует мирнинская команда. Падения нет, игра продолжается. Наступил экватор у нас первого периода. Игры. Вот сейчас может у Якбора получиться. Первое звено вышло на второе звено Мирного. Может быть, специально тактически поменяли выход пятерок тренера Якбора. Что из этого получится, мы узнаем совсем скоро. Вот опасный момент у мирнинской команды. Ошибка в передаче. Костя отдает Никите и... Выход 1 на 1. Бросок. Бросок. Здорово. И Денис еще пытается завершить. И нет. Вратарь взял. Вбрасывание в зоне мирнинской команды. Начинает строить свою атаку хоккеисты в красных свитерах. И ух, как могло. Смена происходит по ходу игры. Проброс. Сыграно 11 минут первого периода. Хорошую статистику сегодня себе сделает страж ворот Якбора. Много бросков, но пока шайба в зоне Якбора. Итак, можно побежать в контратаку. Слева подключаются партнеры.
маленько что-то растерялись. Взрывной такой отрезок игры у нас получился. Создать проблемы для своих соперников. Ну, как-то слишком спешно, да, вот пытается поторопился, выбросил. Вне игры. Бросание в зоне команды Мирнинского района. Да, в основное время у нас будет овертайм. 5-минутный. Опасный момент. момент. Да. Очень опасный момент создали игроки Якбора. И вот контратака Мирного. Удается выйти игроку. Оп. Удаление. Задержка рукой, да, по всей видимости, да, была. Задержка соперника руками. Но тут приходилось фалить, потому что до конца периода 7 минут. Ну и посмотрим, удастся ли реализовать большинство хоккеистам из Мирнинского района. Да и без этого вот игра преимущественно сейчас проходит на половине Якбора. Ну и сейчас в четверке Якбора придется очень тяжко. Бросок. Гол. Счет становится 2-0. Давайте посмотрим, да, на повторе, что же там произошло. Да, шайба в воротах. Да, вот интересно, кто же все-таки закатил шайбу. С первого броска она пересекла линию. Да, с первого, вот, получается, 87-й. Бросал еще, смотрим повтор. Очень хороший ракурс для того, чтобы определить. А нет, мы видим, после первого броска шайба-то записывает свой актив. Ну и я думаю, то, что вполне пока все. Шайбу забросил Евгений Свиридов. 1 сокращает отставание хоккеисты Якбора. Интересный первый период у нас получается. И вот у нас есть возможность на видеоповторе посмотреть. Здорово, вот последнего игрока убирает, да? Да, очень технично. Никита обошел. Хорошо. Да, расстрелял в ближний угол ворот. Ну что ж, 2-1. Ну, я думаю, сейчас еще бросок какой мощный. Нечаев Сергей забивает шайбу, капитан. Увидим. Ну что ж, дорогие друзья, 3-1. Мирнинская команда упрочила свое преимущество. Никита и Евгений опять создают голевой момент, но, к сожалению, не забивают. Вбрасывание в зоне. Сейчас попытается что-нибудь допридумать. Ну что нам показывает арбитр? Была подножка. Да, была подножка. Удален ассистент капитана. Еще полностью молодежное звено вышло на лед. Защитники 2000 и 2001 годов рождения, двое нападающих 99 года рождения и Евгений
4 минуты остается до конца первого периода. И минуту 20 еще. Мирнинские хоккеисты будут играть в меньшинстве. Какая ошибка! Минута в меньшинстве. Ну и сейчас Якбор попытается провести результативную атаку. Ну и переходит шайба мирнинской команде. Тут же у нас этот игрок далеко вперед. 20 секунд. После 20 секунд мирнинский состав будет полным. Хорошая перепасовка. Хорошая перепасовка, да. Женя Калинин вступал в борьбу. Все, закончилось штрафное время. Мирнинская команда в полном составе сейчас. Меньше 3 минут остается играть в первом периоде. Опасно отыграли. Еще один бросок. И тут серия бросков, и наконец удалось зафиксировать шайбу. Первое звено Мирного на льду. И атака мирнинской команды. Бросок. Хороший бросок. Сильно низом. Борьба у борта. При выходе из своей зоны. И вот опасно. Опасно. Илья. Тяжелейший бросок, конечно, был для вратаря. Минута до конца первого. Ну и сейчас посмотрим. Осталось 30 секунд. Напряженная развязка первого периода. Да. И тут уже бросать надо, время заканчивается, да. Так и получается бросок на последних секундах. У нас получился, да? Мирнинская команда. Мирнинская команда. Мы расскажем о главных событиях к этому часу. Здравствуйте. Сегодня стартовал чемпионат республики по хоккею с шайбой. Около минуты назад завершился первый период между командами первой лиги. Горел изнутри открытым огнем. Среди погибших хозяин дома, в остальных личность устанавливают. Причина пожара неизвестна. Также в Чоропчинском районе в огне погиб мужчина. Предположительно, хозяева этих двух домов злоупотребляли спиртными напитками. Сегодня, если говорить по пожарам в Чоропче и Кысылсыре, то по обеим случаям имеется большая вероятность человеческого фактора. Ну, мы в данное время... Проезд по ледовой переправе Чульман-Наход. Это связано с окончанием срока эксплуатации ледовой переправы и разрушением ледового покрова. Речь идет о зимнике на реке Горбылах на автомобильной дороге Чульман-Наход. Отдел Министерства внутренних дел будет контролировать несанкционированный выезд транспортных средств.
русло реки Алдан 1209 километров. Обслуживается Алданский районом водных путей и судоходства Усьмайского района, а именно обстановочными теплоходами путейскими, которые выйдут на свои участки сразу же после окончания ледохода. Да, сгнил, конечно. Сколько лет уже? Сколько вот путейская это примерно? Ой, я прошел 84-го, они уже были. Оплачиваемые. Я 20 не получаю даже. 15 получаю. 15, где-то 16. Вот Да. за такую работу под кораблями с металлом. За счет практикантов предприятие частично решает проблему нехватки кадров. Вот я не хочу обидеть Путейские суда пойдут на речку Амга для обеспечения обстановки, чтобы танкера и сухогрузы за короткий период навигации на маловодной реке смогли завести в Амгинский район как можно больше необходимой сферы. При этом снижена закупочная цена за квадратный метр с 62 до 40 тысяч рублей. В городе выставлены. Автоматизировать буровой процесс. Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания «Алроса» опробует на подземном и точность буровых работ. При положительных результатах эксперимента «Алроса» планирует начать более широкое применение новой технологии. Выборы президента России прошли честно и открыто. Об этом сообщили сегодня на совещании с представителями территориальных избирательных комиссий республики. Участники обсудили итоги выборов президента страны на территории Якутии и наши земляки, наши жители, они всегда отличались очень высокой, такой активной гражданской позицией. Ну и помимо этого, значит, эти выборы очень серьезные. Мы избирали президента Российской Федерации. Нарушений, жалоб со стороны кого-либо не было. Трудоустройство местных кадров в промышленность обсудили в мирном на выездном заседании ИЛ. Спустя 3 года обсуждение получилось конкретным, так как есть положительные сдвиги. В республике объявлен год содействия занятости. Стартовал приоритетный проект «Местные кадры в промышленности». Человек. Из них отобрали порядка 400 кандидатов. Сегодня мы выделяем на так называемое сетевое обучение, суть которого заключается в том, это те же бульдозеристы, это те же водители, это те же слесари. Сегодня в Якутии свою деятельность ведут 20 промышленных предприятий. Для них привлечение и закрепление местных кадров в базу, стажирует студентов в места добычи и обеспечивает стипендией. Каждое крупное промышленное предприятие практически уже на сегодня заключило или уже обрел свою бюджета республики мы должны готовить целенаправленно и эффективно как-то. То есть все те средства, которые мы вкладываем на подготовку кадров, оно должно потом, то есть компании «Алроса», но и в угледобывающие, транспортные, а также компании нефти и газа. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. Главный приз «Автомобиль». Стартует 3-й дальневосточный конкурс «Я инженер». С 8 по 10 классы студенты средних и высших учебных заведений и молодежь до 35 лет. Изменить до неузнаваемости. В городском парке культуры и отдыха Нерюнгри появятся 3 новых зоны. Напомним, что первые преобразования, надпись «Я люблю Нерюнгри» и скамья примирения появились в парке уже в минувшем году. Пасха – Светлое Христово воскресенье, древнейший и самый важный христианский праздник в году. В течение Великой Субботы происходит освящение приготовленных к праздничному столу куличей и пасхальных яиц. Самый радостный, самый светлый праздник. И светлый он не только своим богослужением, он радостен и светел еще и осознанием для каждого человека того огромнейшего дара, который Господь готов и преподать, и подает, дарит каждому человеку, который только хочет его принять. Охота и туризм в Якутии. Под таким названием сегодня в Якутске открылась специализированная выставка-ярмарка. Она проходит в рамках празднования Дня охотника. Выставка будет работать в течение 2 дней в новом здании строительного рынка столицы. Слово нашему корреспонденту.
Издревле охота и рыбалка являются традиционным занятием народа Саха. Сегодня на выставке принимают участие любой желающий, которому есть что показать в рамках экспозиции. Она проходит по двум основным блокам. Это охотничьи трофеи и таксидермия. В первом блоке представлен весь спектр товаров и услуг для охоты и активного отдыха, сувенирная продукция. Ну а во втором – экспонаты таксидермии. По итогам выставки определят лучших. Основная цель мероприятия – это пропаганда бережного отношения к природе, этика и культура охоты и рыбалки. Выставка проходит в рамках Республиканского дня охотника. Напомню, День охотника по указу главы региона отмечается с 2012 года в первую субботу апреля. В завершении выпуска о спорте. Любители флорбола в предвкушении заключительного тура чемпионата Алданского района по флорболу. Первое место разыграют команды «Сила Сибири» и «Железные дороги Якутии». Финальные матчи чемпионата состоятся в субботу, 7 апреля в спорткомплексе «Локомотив». Начало в 11 часов. Напомним, что флорбол – это тот же хоккей, только играется в закрытых помещениях на твердом ровном полу пластиковым мячом. На этом у меня все. Далее в прямом эфире продолжение хоккейного матча между командами Мирнинского района и дружиной Якбор из Усть-Алдана. Счет после первого периода 3-1 в пользу мирнинцев. Не переключайтесь.